Вот сейчас в связи с тем же 300-летием российской науки поднялся очень, я считаю, интересный вопрос. Это, правда, мое личное мнение, но я глубоко убежден, что вот все наши недруги, все наши противники, они прекрасно понимают, что одним из таких фундаментальных, будем говорить, основ развития общества в целом, человечества, и развития в том числе и общества в России у нас, является наука. И вот эти люди, или я не могу сказать, что это, уж можно сказать, не люди, но это те, кто считает, что надо остановить развитие общества. Это фактически наши недруги, те, кто желает нам поражения. Они прилагают все усилия для того, чтобы принизить роль науки в развитии общества. Мое это убеждение, и я считаю, что они для этого прилагают все усилия, чтобы дискредитировать науку. Они понимают, что у них такое, они народ не глупый, и они прекрасно понимают, что одним из направлений этой борьбы – это молодое поколение. Поэтому они стараются в глазах молодого поколения дискредитировать науку. Это, такое направление, оно рассчитано на долгий срок. Они работают на перспективу. Но, как бы там ни было, я глубоко убежден, что они работают в этом направлении, и мы должны приложить все усилия. Во-первых, работать с молодым поколением, со школьниками. И в этом плане вот то, что у нас в республике делается, я считаю, что это очень важно. Вот недавно прошла, будем говорить, большая конференция «Шаг в будущее», где приняли участие школьники, молодое поколение. Вот такие мероприятия, они как раз и, будем говорить, являются посевом в молодых мозгах наших учеников, наших учащихся, именно тех знаний и тех, будем говорить, того отношения к науке, которое должно быть. И работа в этом направлении, она должна быть усилена. Это основа нашего развития, основа нашего благосостояния. В конце концов, это гарантия развития всего нашего общества. Спасибо. Дорогие друзья, я сразу скажу, это не реклама, а действительно мотивация для вас. Тот, кто изберет путь науки и исследователя, это самый верный путь добиться истины. Истина, которая у вас будет и человеческая, и профессиональная, и семейная. Вы получите такой заряд информационно-интеллектуального насыщения, которое вам при любой специальности в жизни и после активной работы всегда это пригодится. И вы знаете, есть такая знаменитая пословица: всех дольше живут несколько категорий людей. Это селекционеры, коллекционеры и ученые. Почему они живут так долго? Потому что они играют в долгую. Понятие долго они планируют на несколько лет, десятилетий вперед. Поэтому человек, который так стратегически мыслит, он всегда идет очень долго к своей цели и достигает это. Спасибо. Для того, чтобы заниматься наукой, надо быть по-настоящему ей заболеть, в хорошем смысле. Нужны фанаты. И вот вообще ученые – это очень штучный товар. Их не может быть очень много, но мы должны отфильтровать именно тех, кто по-настоящему увлечен наукой. Это творчество, это вид творчества, вид исследования. Не все могут быть учеными,
Но важно понять это в самом раннем возрасте, сможете ли вы быть учеными. И поэтому я желаю, как можно раньше приобщиться к научному знанию.